Баян I, первый аварский каган, правил с 562 по 602 годы, был полулегендарным основателем аварского каганата. В 562 году авары под предводительством Баяна разгромили антов и продвинулись к устью Дуная. Авары совершили оттуда ряд набегов на север, в том числе в районы расселения дулебов. В результате, как сообщает современник этих событий Иоанн Эфесский, авары усилились за счет покоренных народов. В 565 году Юстин II прекратил выплату аварам даров, полагая, что Византия достаточно окрепла и не нуждается больше в услугах аварских федератов для борьбы с другими варварами. В том же году авары нападают на Тюрингию и удачно воюют с франками, беря в плен их короля Сигиберта I. В 567 году авары в союзе с лангобардами побеждают гепидов, которым помогала Византия, и овладевают долиной Тиса. Год спустя, после ухода лангобардов в Италию, авары во главе со своим ханом становятся хозяевами всей Паннонии, которая превращается в основной очаг их нападений на византийские владения. В 568 году Кахан Баян требует от Византии дани, цинично угрожая разорением ее земель силами бывших союзников, кутригуров. Обосновавшись в Среднем Подунавье, под руководством талантливого и энергичного вождя Баяна, возводится система хрингов, оборонительных сооружений, состоявших из концентрированных кругов укреплений. Существует предположение, что главный из этих хрингов, представлявший основную резиденцию аварского кахаана и его окружения, находился на месте современного города Тимишоары, что находится на территории современной Венгрии. Византийской империи был предложен мирный договор, согласно которому, авары собирали дань с византийских территорий в обмен на охрану северо-западной границы империи от славянских набегов. Летом 587 года, после обращения императора Византии Тиберия II, аварский кахан Баян, с помощью имперского военачальника Иоанна переправился через реку Сава в Иллирике. По данным Минандра, Кахан Баян переправил более 60 тысяч всадников в доспехах и разгромил отряды славян, основные вооруженные силы которых в это время находились в походе на Грецию. Баян предложил славянам мирный договор на условиях Тиберия и назначил ежегодную дань. Авары дошли на западе до Тюрингии и Италии, на юге, почти до Константинополя, подчинили Иллирию и Далмацию. В период своего наивысшего могущества границы каганата простирались от Эльбы до Альп, и от Причерноморья до Адриатики. Каганат, используя союзников и вассалов, стремился усилить свое влияние на Дону и также на Балтике, пытаясь нажиться не только за счет войн и дани, но и таможенных сборов. Ну а потом Баян I умер. Но слава и память его живет в преданиях аварского и славянского народа.